А вы, ребята, знаете, что административные любые действия происходят под протокол? Это сейчас то, что чем они занимаются, это незаконно. Да. Они должны составить протокол, если они вас в чем-то подозревают. Здравствуйте. Здравствуйте. Статью 5 по закону о полиции выполните 4-й, 5-й пункт. Если обращаетесь ко мне. А? Но если вы ко мне обращаетесь, вы обязаны выполнить 5-ю статью закона о полиции, ФЗ номер 3. Я вас не понимаю. Что Ну, как не понимаете? Я по-русски говорю. Ну именно что случилось? Вы ко мне обращаетесь? Я же не с вами разговаривал, а с ним разговаривал. Вы должны, прежде чем обратиться, должны представиться. Да, младший сержант Крыжановский. Как? Младший сержант Крыжановский. Крыжановский? Патрульная служба. И можно будет ваше удостоверение? По первому требованию гражданина вы обязаны предоставить. Вы с великом, да? С велосипедом был? Я? Да. Нет, я правозащитник. Правозащитник. Просто вы занимаетесь вот незаконными А действиями. вы знаете, что за день 10 велосипедов украл? Ну, делайте все по закону, оформляйте, протокол составляйте. Ну, по закону делаем. Проверяйте документы. Они несовершеннолетние ребята. Мы их данные... Где сотрудники Сейчас ПДН? по ИБД проверим. Где сотрудники ПДН? ПДН? Да. Почему ПДН? Сейчас время... Они несовершеннолетние ребята. Посмотрите. Время еще Сколько? рано. Крыжановский, я думал, Василий Федорович, полиции. Какое отделение у вас полиции? ППС. ППС к чему относится? Какое отделение? Патрульная служба города Иркутска. Ну понятно, а где у вас базируется? Какой Ну, начальник у вас кто? Начальник? Да. Ну это не ко мне. Ну как вы не знаете, кому писать вот на вас жалобу? Жалобы? Да. Ну вы хоть Кульбертинову напишите. Ну это же у вас начальник полиции получается. Вы сейчас здесь чем занимаетесь машиной? Как? Я прохожу мимо, вижу нарушение, да, Нарушение? закона. Какое нарушение? Ну вот вы неправильно делаете. Правильно? Неправильно, что ли? Да. У нас дали работу. У вас ориентировка есть на вот какой-то конкретный велосипед? Мы? Да. Мы сейчас операция идем, знаете, на операцию. Операции это... Операция Вы ознакомили ребят с операцией? Да, ознакомили. Вы не слышали? Ну я Вы спрашиваю вас. сами здесь подошли и предъявы Вот, делали. вы должны ознакомить их с операцией. Да, мы их ознакомили. В рамках операции что происходит? Операция уже неделю идет. Ребята, в рамках операции что происходит? Вам объяснили? Они ссылаются на операцию велосипед. Вас ознакомили документально? Так нас с прошлого года давно. Ну я знаю, что они этим занимаются. Если у вас сейчас претензии, сейчас у нас командиры сейчас подойдут, вы к ним обращайтесь, хорошо? У вас должны быть документально, вы их Хотите ознакомиться. заявление писать? Ну пишите, пожалуйста, ради бога. У вас какой номер значка? А? 001588 САЯ. А что такое САЯ? Вы пишите заявление. Да я напишу, конечно, Кульвердинову. Да, Кульвердинову. Просто вот чем вы занимаетесь, это незаконно это. Вы, во-первых, я к вам не обращался, вы ко мне обратились. Ну вы же здесь жалобы обращались. Я с ребятами общался. Не мешайте, пожалуйста. Вот вы мне помешали как раз. Странно, да? Вам сколько лет? Мы совершеннолетние. А, совершеннолетний? Понятно. Кто-то что-то украл? Скажи, статья 51 и ничего не сообщаешь. Все. 51 статья Конституции, ты не обязан ничего пояснять. Тем более протокол никакой не составляется, понимаешь? Без протокола это вообще ничего, то, что они проводят. Любая административная деятельность, у них она потом идет в статистику. Вот сообщать ты не обязан ничего. Здравствуйте. А вы откуда вы сами? Ну вот снимите, что они незаконными действиями занимаются. Они их не ознакомили, значит, идет операция велосипед, они обязаны по закону о полиции предоставить документальное подтверждение, что происходит операция. Какой-то велосипед, угон, там, пьяный или еще какой-то. Что они делают в рамках? Они просто подходят и берут. У ребят, значит, смотрите, они должны знать, что проходит в рамках операции. Если операция проходит по городу, они обязаны составить протокол. Никакое действие, если операция проходит, не происходит без протокола. Они ничего не фиксируют, они записывают в какие-то личные блокнотики. Это тоже нарушение. Понимаете? У них должна быть служебная книжка, куда они могут вносить фамилию для того, чтобы только пробить человека по базе данных. Если нету паспорта у человека, они даже не спрашивали документы. Алло?
А почему вы убегаете? Давайте вот у меня интервью возьмите. Сейчас возьму. Алло. Это же ведь незаконные действия. И так вот они с прошлого года этим занимаются. Ходят и безосновательно подходят к людям. Здравствуйте. Я сотрудник полиции Максимов, старший лейтенант, старший инспектор группы охраны общественного порядка. Угу. У вас какие недовольства? Ну, у меня никаких не было, я с ребятами общался. Вот этот человек, вот этот вот, что-то начал ко мне какие-то претензии предъявлять. Какие, он так и не предъявил. А что за... Ну, обращаться начал. Я ему говорю, представьтесь для начала. Он растерялся. И? Ну что, и вот я не знаю, что он хотел от меня. Может, он с вами познакомиться хотел? А для чего? Ну, а вы к молодым людям зачем подошли? А я что, не могу подойти к молодым Нет, людям? ну, может быть, какие-то... Может, вы вымогаете что-то, либо пытаетесь... У вас есть? одолжить- Нет, прежде чем что-то предполагать, у вас должны быть основания. Да. Есть они у вас? Но у нас вот сейчас идет профилактическая операция «Велосипед». Да, вы ознакомили ребят с этой операцией? Да, ознакомлен. А они говорят, что нет. Документально вы должны предоставить им операции, Почему? что в Они рамках могут операции позвонить в происходит. дежурную часть. Могут, но вы обязаны, если они потребуют. Они могут... И хотя бы сказать, что в рамках операции происходит. Да. Разъяснить, показать, какие у вас есть у вас служебная книжка вот у человека, что там запись есть, что сегодня проходит операция или Да, с какого по да, какого. есть, Он конечно. обязан это предоставить и ознакомить ребят, что действительно Нет, он проходит. должен служебную книжку показывать, что ли? Да. Нет, Ну как нет? там служебная информация. Вот именно, что туда заносится как раз то, что Он как происходит. Он закрывает то, что не надо, а вот конкретно касается... Нет, он значит, зачитывает, он просто информирует граждан. ну или зачитывает, да. Но он должен показать, что он откуда-то это берет, а не с головы. Да. Придумал что-то там себе. И переписывает данные велосипеда. На каком основании? Без протокола. Почему? Это направлено на... У нас и в это... Любое в рамках этой административное, операции, любое административное действие протоколируется, иначе это не имеет никакого смысла. Почему никакого? Ну потому что не имеет. Вот вы что сделали, вы как потом будете То есть, отчитываться? если я у вас по сейчас, статистике. допустим, ваши данные захочу узнать, Не захотите вы, у вас должны быть основания на это. Я для этого должен что-то нарушить по закону. почему? А потому Для что установления личности я могу... для установления личности в каких случаях? Ну, может, вы под ориентировку попадаете. Предоставьте, ознакомьте меня с ориентировкой. Можно будет предоставить. Вот давайте предоставьте. Но я вас сейчас личность у вас устанавливаю. Ну я вам говорю, как это должно быть. Нет, и вот при установлении личности тоже должен протокол зафиксироваться, что ли? Вы сначала составляете ориентировку, если я, показываете меня, если я вижу, что да, я подхожу под ориентировку, вы у меня уже можете дальше требовать что-то. Вот сейчас вы подошли, вот это то же самое, как ориентировка. Есть она на этот велосипед Ориентировки конкретно? есть, да. Вот конкретно на эту модель велосипеда. Да, у нас на все... Вот, виды вы должны велосипедов показать, подойти и показать им. А потому что вот они с прошлого года жалуются мне, да, что... Вам жалуются? Да, потому что вот проходят тут такие вот осмотры незаконные. Переписываются номера в какие-то книжечки. Да. А это книжечки, блокнот у него, не служебная книжка, я видел. Переписываются данные, фамилия, имя. Для чего переписывается? А вот служебная книжка. Можно посмотреть, вот, что вы последнюю запись сделали? Нельзя. Можете это другой блокнот. Служебная книжка. Ну как нельзя-то? Это вы, если человек требует, Служебную книжку показать? да. Вот вы к нему Это не какие-то... И секретно у вас Служебная допуск есть? книжка. Вы Да сотрудник полиции? какая секретность может Там быть? ориентировки есть. Нет, мне не надо сейчас показывать. Вот ему, если вот вы к нему просто подходите, вы обязаны ознакомить со служебной книжкой, что у вас записано, в рамках чего вы действуете. Служебная Мы книжка просто это уже ознакомимся, личное. что приказ. У нас Как приказ, лично мы это? исполняем приказ. Это не личное, это государственный документ. Слышишь? Да. Государственный документ. Он у вас Но он проверяется, служебный, вы его он сдаете, служебный. да, вот старший у вас проверяет ее. Что вы записали в течение дня туда. Ну вот, это же не ваше личное. Но не гражданские проверяют. На разводе утром вам говорят, вы записываете туда, что, Вы же какие не мой ориентировки. начальник, чтобы проверять Или там мою по книжку, рации передали, вы должны записать. Вы же не мой начальник, чтобы проверять мою книжку. Да я 1000 раз видел книжки уже эти. Показывают, закрывают то, что секретно, не относится к данному моменту, да, на каком основании вы проводите. Вот по велосипеду у вас есть запись, вы обязаны ее показать, остальное закрыть все. Все. Так же, как со ознакомлением с материалами дела, приходишь в полицию, закрывают персональные данные, листочками там вырезают и закрывают. Все остальное ты копируешь и смотришь, ну как заявитель. Это же элементарно. Вот вы говорите, запрещено, да, мне показывать, это мое личное. Вот на что вы ссылаетесь, какой пункт приказа? Наш служебный документ. У нас есть ограничения на распространение служебной Вот видите, информации. вы даже мне говорите, да, а я вот почему должен вам на слово верить? У меня нет оснований доверять полиции из моего опыта.
Вы обязаны сослаться на какой-то пункт вашего приказа там, или приказа министра, понимаете? А не так голословно сказать, вот это служебное и все, и вот не будем показывать. Вы же должны знать законы, вы же показатель, образец. Как бы, вот. Они подумают, что какие-то бандиты подошли, как гопники на нас, тут, давай сюда, и это, вот, давай показывай. Ну так же получается. Ну, я знаю просто. У меня у самого велосипед, мы сейчас... Вы не прошли, да? Ну, ко мне Вы к ним подходили. обращались, да? Я конкретно вас не обвиняю ни в чем. Я говорю, как это есть на самом деле, потому что у меня тоже велосипед, я катаюсь. Понимаете? И Правила вас так соблюдаете? проверяли, да? А? Вас как будто так проверяли, да, вас? Да, да. А? Да, да, А да, кто да, вас да. так соблюдает? Еще вот так вот пинает по велосипеду, когда уже, ну, типа, Кто да так пошел ты, пинает? типа, вот так вот. Вот так вот было вот возле кинотеатра Центральный. А вы зафиксировали это? А как я зафиксирую? А жалобу написать на сотрудника? А как я это докажу? Вы хоть раз писали У нас жалобу город, в У нас МВД? город весь под видеонаблюдением. Но большая Ну, часть вы города- хоть раз жалобу писали в МВД сами вот? Нет. Или ваши родственники? Нет. Ну, Вот к нам- попробуйте, к нам напишите. поступают. Вы получите, вот у меня в рюкзаке, я сейчас на почте забрал жалобы, которые я обращался. Ну и что, отписки? У меня этих отписок вот такая гора от вашего МВД. От МВД, от судебных приставов службы это, УДПС. Что у нас? Росгвардия. Все молодцы, умеют отписки ваше начальство писать. Ну что? А куда жаловаться? Никуда не пожалуешься. Прокуратуру, Ну, пожалуйста. все номенклатурное дело. Прокуратура, ну то же самое же, ваши же родственники там. Почему там наши родственники? Ну я Это знаю, как кто раз работает в надзирающий орган. прокуратуре, работает. Как раз Родственник на наш родственнике. надзирающий орган. Да родственник на родственнике. Вы что говорите-то? Прокуратура, Следственный комитет, суды и вот ваша вся система МВД, ФСБ. Все родственник на родственнике. Я сам работал в госсистеме федеральной. А у вас, значит, родственник. У меня даже списки есть, кто где работает и в какой организации. Все фамилии, я знаю, кто на ком женат, кто чей дядя, кто чей сват, чей брат. Понимаете? Я этим занимаюсь уже давно. Вы-то мелкий состав, вы не знаете просто, чем начальство, как они друг с другом повязаны. А когда отписки получаешь, ты понимаешь, что, в чем дело, там, кто кого покрывает, понимаете? Ясно. Система безнадежно куда-то жаловаться. Вот данные личные, вот на каком основании он записывает, например, спрашивает, вот твоя фамилия, там данные, да, когда родился, он же ведь не проверяет эту всю информацию. Должна быть ориентировка конкретно на человека. Если записываете фамилию, имя, отчество. Вот смотрите, допустим, так даже для ознакомления, да, вот сейчас вот кражи по велосипедам. Но это для СМИ, грубо говоря, да, показывают. Но вот у нас сейчас с начала года всего лишь 10 велосипедов. Вот это вот что такое, кража, да, это велосипед? Это КОСП. Ага. И все там. Суксид, Асик, такой-то есть, Стерн, Форвард. Вот эти все велосипеды это самые распространенные. Ну вот у них очень дорогие велосипеды, они сюда не подходят. У них прямо фирмы же наклеены, видно, внешне даже видно. Вот это же Форвард, это же дешевка китайская. Стерн, это же говнянские велосипеды. А у них велосипеды по 200, по 300, по 500 тысяч у ребят у этих. Это же внешне даже можно определить. Вот если они вот катаются. Чтобы они Как пристегивали говорим, вот что эти велосипеды. неправильно? Что пристегивать? Велосипеды, допустим, вот смотрите, вот Хранились. человек покупает велосипед, Мгм. вот даже вот самый недавний случай на Кузьмина 26 В Ну. или Б. В общем, человек купил велосипед, катался от работы до дому и пристегивал его на подъезде. Ну да. Мимо проходил злоумышленник пьяный с кусачками, простыми кусачками. Подошел, отсекнул этот трос и уехал на нем. Ну, у меня тоже воровали велосипед. Ну, что такого? Ну, сам виноват. Сам виноват. Конечно. Тем более, вот в центре здесь никогда... Вот и мы вот как раз и профилактика проводится, да, чтобы люди заносили к себе домой. Либо хотя бы даже если они тросы их хотят, ну категорически Ну, не хотят домой заносить, используют это понятно. запирающие тросы более надежно. То есть чтобы трос был не такой с миллиметр толщиной, а там с пол сантиметра. Я не видел никакой профилактической работы, я видел, что конкретно велосипеды были перевернуты, сверяли номера какие-то зачем-то. Тем более я вижу какие-то дорогие велосипеды, они тут как раз по ориентировке подошли, форварды, штерны, там всякие китайские вот эти вот, они не подходят, Кроме даже вот внешне. кроме вот этих ориентировок, у нас еще штук 40 есть, Ну и вот, которые в прошлом году ушли, позапрошлом ну. году ушли, которые до сих пор не найдены. ну составляется, если даже вы не обыск, а осмотр проводите, составляется протокол. Вот вы сейчас меня, как бы, да, если захотите проверить документы, я скажу, давайте составляйте протокол, на каком основании вы будете у меня документы проверять. Где основание? Вы никогда не говорите на основании. Вы на обязанности, то есть то, что вам положено, говорите, но 84 пункт. А на 106 пункт забываете, что там есть прописанный порядок, на каких основаниях. Там 5 оснований всего. Это ориентировка, находится в ориентировке человек. Ну, сами знаете, да? Дальше. Да. Подозрение. Подозрение, да, или там заявление какое-то поступило. И всего 5.
А вот так вот люди отдыхают, вот какой стресс у молодежи получают они от Нет, этого? это не стресс. У нас какое-то государство прямо вот, как на зоне прямо, вот вся эта силовая структура, вот каждого подойдут и тыкнут, и пнут еще потом. Типа, пошел, все, мы свое дело сделали, пошел. А вот подумайте, как это делается за рубежом. Там никогда не подойдет А у нас полицейский жизнь вот как так за вот. рубежом? У нас? Да. Ну, мы же как бы единый Европейский Союз вступили с 2017 года. Вы не знаете об этом? Путин же все как-то там интегрируется. Да. Мы же как хотим быть державой наравне с хорошими нормальными У странами. людей хорошая зарплата, у нас ранее судимых мало, да? А почему у нас такой... Много законопослушных граждан. А почему у нас судимых-то много? Вы же, вот ваша система МВД, вот эту вот систему АУЕ пропагандирует. Вы не знаете об этом? Как мы ее пропагандируем? Это ваше, чтобы вы на этом потом жили, понимаете, чтобы работали на этой системе. Но АУЕ это же ваша пропаганда. Через зоны, все, вы там вот людей обрабатываете. Ну это же известно все. Просто почитайте правозащитников. Они это все досконально разбирают. Почему выгодно в России пропагандировать культуру АУЕ? И кто этим занимается? Почему вот эти алкомаркеты у нас? Все вот это вот. У вас включенная камера, да? Меня? Да. Да, Вы видеосъемку ведете? конечно. Ну, запись моего изображения только Я если знаю, вы знаю, да. хотите обжаловать мои действия. А данные гражданина... А зачем? Личность известная, Да, мы где-то уже встречались уже. наверняка. Ну ясно, до свидания. До свидания. Вы в следующий раз у них хотя бы спросите, какие ориентировки. У них там какие-то говняные штерны, стелсы. Да. Они у вас нормальные велики дорогие, блин. Да, они даже не ищут. Типа. И записывают. Даже базы нету. Да. А что сказали? М? Что они сказали? Ну, начали меня лечить, как обычно. Что они имеют право, они ничего не имеют права. Они вот любое, что даже ваша фамилия, имя, отчество должно быть основание, чтобы они куда-то спросили у вас. Вы можете представить Васе Пупкиным место жительства, дом Колотушкина какой-нибудь там, Пушкина. А вообще 51 статья Конституции, вы не обязаны. В рамках чего у вас вообще, вот, в рамках чего вам ваши персональные данные собирают? А делается вот очень легко. Вот сейчас вот камеры есть, да? Они на тебя данные собрали, по камерам сняли, какому-нибудь наркоману показали, что типа скажи, что он украл. Он подпишет и все, потом тебя на опознание вытащат и покажут твое лицо. Он скажет, а вот он. А он по видео просто смотрел, который видеонаблюдение. Я, говорит, его знаю, вот он, все. Что ты потом сделаешь? Ничего ты потом, ты просто не знаешь, как полиция. Это вообще, я вот с ними сколько уже лет. Два свидетеля, ну, которые хоть что-то скажут, все, потом, блядь, затаскают. Либо родителям придется там отстегивать, ну, деньги. Начинается с участкового. Участковый дай, не дашь, дальше сумма возрастает. А начало с участкового идет. Ну, или там дознаватель, опера, если кто поймает. У оперов выше уже ставки. Участковый самый откупиться дешевое, чтобы дальше не пошло дело. А угонят у какого-нибудь вот сына министра или там дочки какого-нибудь министра, да? А им надо будет отчитываться, надо кого-то ловить. Все. Попробуй такой велик угони в Якутске, да? Все велеры знают друг друга, где какой велик. Почему вот эти штерны всякие угоняют? Потому что их много, они однотипные. И хрен найдешь. А такой велик, ну там по одной резине там можно уже найти велосипед, блин.
Где кто проехал по протекторам, увидел, твои протекторы я видел там-то, там-то, по следам грязи, там, вот точно кто-то ехал здесь. Дальше пошло, говорит, а я его видел там, а там, все. Саня там и да. По WhatsApp быстрее находишь, где твой велосипед, блин. Меня тоже велик угоняли. Ну, у вас же группа, есть велогруппа? Дофига их там. И на сайте. Они, наверное, даже не будут. Они хотели меня замотать, а у меня камера включена. Я говорю, ну давайте попробуйте, где основание. Ладно, все, говорит, известная личность. Пошли. Бежали. Этим не дали, я хотел на телевидение дать. Они не дали, они, видишь, как окружили меня. Полицейские. Лица хоть заложите потом? А? Лица Я это для себя. У меня нету ни YouTube канала, ничего. Для себя снимаю. Да, это самое главное. Диктофон и камера. И телефон. Сразу, если вам к вам что-то подходят, вот полицейские сразу включили камеру, ну там где-то. Запретить они не могут, оснований нету, 19.3 тут не прокатывает. Неподчинение, выключить камеру. Снимать имеете право хоть сколько, вылаживать, но это спорный вопрос. Есть какие-то ситуации, я сразу, ну, у меня с российскими блогерами связь большая, и со СМИ. Если что-то полицейские начинают там выдрючиваться, я отправляю, и все, потом жалобы пишу. Но сюда писать жалобы бесполезно, вот в этот наш якутский. Только в центр писать. Ну, надо писать, вот сначала пишешь жалобы, тебе отписки приходят, и потом уже вот с этими бумагами дальше жалобы отправляешь, туда что-то двигается. А у вас номера же там вот получается вот здесь, да? И они сами чистят или вас заставляют чистить? А? Иногда сами. Сами чистят. Тебе надо сам делать. Ну, в принципе-то, если вам не сложно, показали, да? Да что там, если у них реально база есть, то это прикольно, нормально. Я реально... Они меня начали лечить, что типа вы нарушаете правила дорожного движения. Мы, говорит, хотели вот им разъяснить, что они по дороге ездят, нарушают. Когда по дороге едешь, штрафуют. Ну, твари. Да? А почему нельзя? Пешеходный переход, ладно, что можешь штрафовать. Ну, во-первых, они должны сделать велодорожки, чтобы... Но велодорожки... Если велодорожек нету, то разрешено по дороге ехать. С соблюдением там правил безопасности. Нету. Ну, у вас шлемов нету, если... Ага, wait. В принципе. Ладно, ребята, изучайте хоть немножко законы, правила. Если на улице, то максимально прочное запирающее устройство использовать. А вы хотите участвовать с нами в акции? Ну, хочу посмотреть, как. Что вы одно говорите, ребята другое говорят. Как что происходит. У нас же федеральные каналы только показывают то, что выгодно, то, что закажут. Структуры. Ну как не заказывают?
Финансирует же вас Путин, Ну уж точно не полиция. федеральный. Ну а кому служит полиция? Ты думаешь, народу, что ли? Конечно, Путину и всем олигархам. Вы видеоблогингом, да, занимаетесь? Да? Вы Не это надо, хотите опубликовать? не надо. Не, ну цель-то все. Ну, я вас сразу предупреждаю, что вам запрещаю использовать мое изображение. Смешно, конечно. У вас же у нас полиция открытая и гласная. Знаете же об этом. Ну глупо запрещать. Вы же не гражданское лицо, не частное. Правильно поставил? Камера. А вот, допустим, вот смотрите, он пристегнутый, да? Вы можете подойти проверить, в угоне он или нет? Можем спросить.